Всем очередного доброго дня. Как я и обещал, следующая моя остановка — это Тойла Спа Хотел. Довольно большой. Как я и думал. Девочки, мальчики там.
Хорошо. Утро доброго всем. Как я и обещал, я провел эту ночь в санатории, в Тойла спа. И хочу вам немножко о нем рассказать. До этого я был на Орусе спа, Нарва-Лису. А сегодня вот я выезжаю с Тойла спа. Ну, впечатление, скажем так себе, на мой взгляд, этот спа, цена завышена. У меня был
субботы на воскресенье. Забронирован номер. Стоимость была чуть меньше 130 евро. Но скажу вам честно, на мой взгляд, это не стоит своих денег. Почему я так считаю? Дело в том, что номер был очень маленький. Место практически в самый-самый притык. И чтобы пройти, скажем, к окну, нужно было чуть ли не вдоль стенки проходить. Ну, в принципе, в остальном-то все нормально. Но что понравилось? Начну с того, что мне понравилось. Сейчас покажу вам вот такую красоту, буду рассказывать и говорить. У нас весна тут полным ходом идет. Что понравилось? Я был 2 раза на банных ритуалах. Всем очень рекомендую. Здорово, просто молодой человек проводил эти ритуалы в разных банях. В финской сауне, в арома сауне. В общем, это то, что стоит посетить, посмотреть и попробовать. Теперь немножко о, скажем так, ну, даже не хочется называть это словом негатив. Но, в общем, в самом спа-центре есть такая вещь. Там находится бар, и там, по всей видимости, для того, чтобы люди больше покупали, на стойке бара просто наставлена уйма тарелок с чесночными гренками и соусами. Как я понимаю, это в расчете на то, что запах будет по всему спа, люди захотят кушать и будут больше покупать. Так вот, что я скажу вам, тем, кто это делает. Поверьте, у вас, ну, может быть, 5-10 человек больше купит эти гренки. Но думаю, что основная подавляющая часть людей, которые пришли в этот спа, запомнят этот спа именно тем, что там кругом этот ужасный чесночный запах. Находится вот такое красивое место на берегу Балтийского моря с обрывом, где можно полюбоваться красивой природой и морем. Также здесь находится информационная табличка, посвященная Игорю Северянину, который очень любил отдыхать в этих местах. Ну, если кто-то не знает, кто такой Игорь Северянин, это русский поэт.